Дорогие подписчики, сегодня у нас в гостях люди, с которыми мы дружим, вместе двигаемся по одному проекту, о котором сейчас расскажет дорогой наш Батал Ага, и его дочь Эльмира. Они приехали с города Павлодар. И все началось с того, что мошенники совершили незаконные действия и оформили несколько кредитов. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что произошло и каким образом мы добились на сегодняшний день результата и какого результата. Здравствуйте. Рада вас видеть. Хочу сказать вам огромное спасибо. Да, с нами случился такой момент. На папу оформили несколько кредитов. Оформили кредиты на сумму более 2,5 миллионов тенге. Это было в 2021 году. И на протяжении всего этого времени, по сегодняшний день, ваш фонд с нами, рука в руке, как говорится, вместе. От расследования до возврата денег. Я, насколько помню, там ситуация очень нестандартная была, да? Потому что к Батал Ага подошли люди на улице, это не был звонок там, да, откуда-то, и сказали, что он похож на какого-то разыскиваемого человека, в связи с чем его посадили в машину и завладели его смартфоном. И вот с этого, да, началась там история оформления. Да, представились сотрудниками полиции, сказали, что он похож на одного подозреваемого, попросили удостоверение личности, за несколько дней вперед они его увидели, попросили удостоверение личности, пробили по базе, он все подходит, через несколько дней они уже начали его искать, выслеживать или как вот выглядывать. Все, тут папа мимо проходит опять, они его увидели и сказали, что вот вы похожи, все это вы, давайте пойдем посмотрим по базе. Тем самым берут его телефон, оформляют кредит и проходят верификацию. А папе говорят, повернитесь налево, повернитесь направо, вы, кажется, это он. А потом, ой, нет, извиняемся, ага, мы ошиблись. И папа спокойно выходит с машины, не думая, что на него уже оформляются 3 кредита больших. И вы узнали о том, что кредиты оформлены, когда звонили коллекторы? Когда, нет, папа пошел получать пенсию, а пенсия уже в половину. Ага, списания идут. Да. И тогда мы узнали, что аж 3 больших кредитов у нас. Понятно. Это в каком банке было? Народный банк. Народный банк Казахстана. И после этого вы уже обратились в органы, да? Сразу же обратились в органы, но дело затянулось. И тут я на просторах интернета, в Инстаграме, я вижу вашу публикацию. Обращаясь к вам, сразу же вы нам отправляете общественника, да? Да, вот для зрителей поясню, что сразу наш сотрудник Шатарбеков Нуркен выехал на место, и вместе с полицией, местной полицией, они проводили целый ряд мероприятий, и через камеры видеонаблюдения нашли номера машины, людей, которые непосредственно занимались вот такими противоправными действиями. После чего, значит, лица были установлены и привлечены к уголовной ответственности за совершение мошенничества, да? Что, кстати, является прямым основанием для списания кредитов, которые были оформлены на Батал Ага, потому что непосредственно виновные люди были найдены. Однако, нам, насколько известно, банк-кредитор отказался это делать. Да? Как только приговор вступил в законную силу в отношении мошенников, мы его сразу отправили к банку-кредитору. Однако банк-кредитор, конечно же, его проигнорировал. И после этого мы обратились в суд с требованием признать договора займа в отношении Батал Ага недействительными. Суд первой инстанции удовлетворил наши требования, однако суд второй инстанции, наоборот, наши требования признал необоснованными и отменил решение суда первой инстанции. После чего, конечно же, пришлось обращаться в более вышестоящие инстанции, в частности, в администрацию президента. Однако, перед тем, как мы обратились в администрацию президента, мы обращались в агентство по регулированию и развитию финансового рынка, которое, конечно же, ничего не сделало. И после того, когда мы обратились в администрация президента переслала наше обращение в агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Только после этого наш финансовый регулятор предпринял меры, и Халык-банк списал данные кредиты, а те деньги, которые ранее удерживались с пенсии, полностью банком восстановлены. Банк восстановил вам деньги, да? Да.
Вот так вот заканчивается эта история. И еще раз обращаюсь к нашим подписчикам, не останавливайтесь на пути, если вы защищаете свои права, потому что если вы один раз это пройдете, вы станете гораздо юридически и финансово более подкованными, а если вы это не пройдете, вы все время будете сталкиваться с ситуациями, когда нарушаются ваши права, и это будет происходить повсеместно. Обязательно нужно пользоваться законом в свое благо. Вот, поэтому вам большое спасибо, что дошли до конца, несмотря на огромное количество сложностей, на бюрократию, на вот очень такие обидные и эмоциональные моменты. Но на текущий момент вы уже не должны по этим кредитам ничего банку. И, конечно же, наверное, вы вышли очень с большим багажом по цифровой финансовой грамотности. И я уверен, что подобные ситуации уже будут обходить вас и ваших близких стороной. Конечно же, мы желаем вам всего самого хорошего, здоровья. И всегда рады видеть вас по другому, конечно же, поводу. Приходите в гости. Мы всегда открыты для наших друзей. В первую очередь хотели сказать спасибо огромное вашему общественному фонду «Стоп пирамидам». Хотели сказать огромное спасибо нашему юристу, адвокату Саре Абулаевне, которая с нами была на телефоне, на связи, всегда поддерживала нас. Также хочется поблагодарить руководителя общественного фонда Нуркен Ага. Именно Нуркен Ага, он был на этапе раскрытия всего вот этого вот уголовного дела. Ну, то есть он непосредственно участвовал, вот, скажем так, в установлении и поимке тех людей, которые своими руками оформляли кредиты. Да? Да. Еще раз большое спасибо. Вам всего самого доброго. Большое спасибо, что приехали. И мы надеемся, что наши зрители, видя вот эту историю, тоже будут защищать свои права и будут становиться и финансово, и юридически грамотнее. Всем всего хорошего. Хочется сказать всем зрителям по ту сторону экрана, всем тем людям, которые попались в подобные мошеннические ситуации, не останавливайтесь, верьте, добивайтесь, доказывайте, стучитесь во все двери, кричите, чтобы вы были услышаны. Обязательно обращайтесь в общественный фонд «Стоп пирамиду». Сотрудники, специалисты, которые вас выслушают, поддержат, помогут, добьются. Если вы финансово неграмотны, юридически неграмотны, то они все это сделают за вас. Мы хотим, чтобы казахстанцы стали более финансово грамотны, более ответственны и умели пользоваться законом и современными технологиями.